Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. В Абхазию в тестовом режиме прибыл круизный лайнер «Князь Владимир». В результате ливневых дождей пострадали села Чимчирского и Творчалского районов. Поиски белорусского мальчика 4-летнего Александра Вакулича продолжаются. Увеличение пассажиропотока и расширение туристических услуг. 23 июня в Абхазию в тестовом режиме прибыл круизный лайнер «Князь Владимир». В Сухумский порт судно зашло в 8:30 утра. Первыми пассажирами тестового рейса стали туроператоры и члены экипажа. Среди встречавших круизный лайнер была Адиса Сагария. Этим утром круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в столичный порт Абхазии в тестовом режиме. В этом году лайнер будет курсировать по маршруту Сочи-Сухум. Сочи. Круиз будет длиться 5 дней. Судно в порту Абхазии будет стоять 3 дня. С 29 июня по 11 сентября судно совершит 11 рейсов. Первый тестовый приход лайнера «Князь Владимир» состоялся в 2019 году. Были запланированы рейсы на 2020 год, но из-за пандемии и ограничительных мер это не удалось осуществить. Этот вопрос уже стоял давно. Как вы помните, на встрече двух президентов ставился этот вопрос в 2018 году, и при поддержке наших коллег из Министерства транспорта Российской Федерации на сегодняшний день этот проект осуществлен. На борту судна 54 пассажира. Это представители туркомпании, которые будут изучать экскурсионные направления. И 96 членов экипажа, рассказал гендиректор Абхазского морского пароходства Даур Ардзенба. За несколько минут до прибытия круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухума пришли первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Надо сказать, что это не первая попытка реализации этого проекта, и, соответственно, наша профильная компания Абхазское морское пароходство очень предметно этим вопросом занималась. И вот сейчас в тестовом режиме заходит сегодня «Князь Владимир», после чего уже на регулярной основе будут осуществляться соответствующие перевозки. Тут надо понимать, что это очень востребованный вид туристической услуги. Это дополнительная опция в туристическом бизнесе Республики Абхазия, которая будет направлена на увеличение пассажиропотока. Вы представляете, что приходит лайнер, 3 суток швартуется здесь и 3 суток находится непосредственно здесь. Люди пользуются услугами объектов общественного питания, объектов торговли, смотрят достопримечательности, с удовольствием проводят время и с хорошими впечатлениями уезжают из Республики Абхазия. Открытие маршрута «Князь Владимир» в Сухум стало возможным благодаря договоренностям руководства Абхазии и России. Генеральный директор черноморских круизов Александр Ткаченко отметил, что тестовый рейс для лайнера расценивает как экзамен. Туристов на данном рейсе в настоящее время нет. Есть экипажи, есть представители туристической индустрии, в основном города Сочи, но и других регионов Российской Федерации, которых мы пригласили тоже для тестирования данного рейса. Как я уже говорил, тест – это экзамен для нас, для экипажа, в какой-то степени для принимающей стороны экзамен. Есть определенные технические вопросы, которые сейчас приходится урегулировать. Первый, как говорится, шаг мы сделали. Дальше, я думаю, все будет более складно идти у нас. Теплоход прошел реконструкции в 2013, 2017 и текущем году. Проведена модернизация интерьеров, системы кондиционирования. Круизный 9-палубный лайнер – это отель на плаву, созданный для комфортных многодневных морских круизов. Все предусмотрено для безопасного и безостановочного отдыха. Обслуживает круиз на лайнере по Черному морю русскоязычный персонал. Средняя загрузка 9-палубного лайнера – около 600-700 пассажиров. Для пассажиров у нас предусмотрены каюты разного класса. Есть каюты палубные, есть каюты внутренние, бортовые с иллюминаторами, они чуть меньше площади. Внутренние каюты, они чуть больше площади. Есть каюты-сьюты, это 5-я, 7-я палуба увеличенной площади. В каюте телевизор, в каюте фен, в каюте ванна с потрясающей плиткой, которая мне нравится. И эта плитка историческая, сохранена с момента постройки лайнера. Лайнер 1971 года, это
винтажное судно. Ну, мы вчера в Сочи, получается, где-то в 9, в 10 выплыли. На борту были, у нас был фуршет, ужин. В целом, да, комфортно. Там все очень даже достойно выглядит. И я думаю, будет интересно. Здесь мы планируем в воскресенье уже обратно отбывать. Сейчас хотим пойти на пляже, погулять по Сухуми. В Сухуми первый раз. До этого была там в Гаграх, на Мимозу, вот как вам приезжал, на мандарины, а в Сухуми не была еще. За 4 часа до отшвартовки круизного лайнера «Князь Владимир» в порту Сухума начинается процедура паспортного контроля в пункте пропуска через государственную границу. До начала этой процедуры все туристы, зарегистрированные на международный рейс, должны прибыть на борт лайнера. «Князь Владимир» на сегодняшний день единственное пассажирское судно, которое входит в Сухумский морской порт. Адиса Сагария, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Из-за ливневых дождей, прошедших в горах накануне ночью, вышла из берегов река Окум и подтопила дома в селе Царча Корчалского района. По предварительным данным, пострадали более 100 домохозяйств. В некоторых домах уровень воды был настолько высок, что семьям пришлось эвакуироваться. Подробнее в репортаже Алики Трапш. По словам местных жителей, вода стремительно начала прибывать примерно к 8 часам вечера. Подтопила первые этажи домовладений, дворы, огороды. К счастью, никто из жителей не пострадал. Не спали, конечно, где спали вечером. Все ходили, помогли соседи, вот, чтобы вода не зашла. Не туда. было страшно, что вот... Как не было. Отсюда видно, как страшно не было. Ради Бога, сколько плакали. Это сейчас ничего не видно, но вчера вечером как не боялись. Боялись, конечно. Документы взяли, эти, то пошли туда. Потом чуть ниже подняться до воды, и потом пришли сюда. Соседи помогли, чуть-чуть что-то подняли. Вышедшая из берегов река расплескалась по всей улице. Уровень воды в некоторых местах достигал 1,5 метра. Следы прошедшей стихии до сих пор видны. Дорога усыпана камнями, ветками, грязью, разрушены заборы. Семье Мамуки Какубаба пришлось вызывать МЧС, чтобы покинуть дом. Но до приезда спасателей эвакуироваться им помогли соседи. По словам хозяина дома, это первый случай подтопления в таком масштабе. Это я взял туда наверху, еле-еле, что ничего не было за это. Ну, не знаю, что творится здесь, там, внутри. Скажите, это впервые вообще такая ситуация? Да, первый, это первый. Я не знаю. А скот не пострадал, птица, Нет. может быть? Не, это не. Мы все друг друга помогали. Вышедшая из берегов река Окум разрушила около 600 метров дороги. В результате 9 семей села Царча оказались оторванными от центра. Помимо этого на участке сошла сель. По крайней мере, местные жители лет 50 не помнят, чтобы такие вещи здесь когда-то происходили. Русло поменяло метров 40, она ушла по правую сторону и мешает уже здесь людям. А раньше она была чуть подальше. И вроде тогда более-менее было терпимо. Помогали своими силами местные, тракторное хозяйство, у кого здесь есть бульдозера, они исправляли. Не помогло. В первую очередь мы МЧС вызвали, это от Корчалский район, Чамчирский, Гальский. Все прибыли, но уже к тому моменту, конечно, вода ушла, стихла. На данный момент глава Исидор Дочи прибыл, ознакомился, посмотрел, какая ситуация и принимает меры. Надеюсь, все будет хорошо. Ситуация в селе Царча усугубляется тем, что электричества нет с ночи. Помимо этого, у жителей нет доступа к питьевой воде. Все колодцы во дворах забились илом и грязью. Если мы не подготовимся, это будет гораздо тяжелее ситуация для нас. Здесь на данный момент ни одного колодца, который можно было использовать, питьевой воды нету абсолютно. Ближайший километр. Также отсутствует у нас со вчерашнего дня свет. Люди не могут элементарно зарядить мобильные телефоны, чтобы связаться друг с другом и даже сообщить, если у них есть проблемы. И мы будем стараться сейчас раздавать воду, где-то брать ее, привозить цистернами или спецмашину какую-то для воды вызовем. Местные жители обеспокоены, что ситуация может повториться, и тогда масштабы ущерба могут быть намного больше. Как сообщили представители администрации села Царча, вышедшая из берегов река подтопила и домовладения в селах Мохур и Окум. Алика Трапш, Раму Камки, Абхазское телевидение.
Прошедшей ночью в результате ливневых дождей пострадали также села Учимчирского района. В Тамыше, Лашкендаре, Акуаске, Баслах, Лабре и Кутоле вода подтопила первые этажи частных домов, подмыла мосты. Сотрудники пожарно-спасательной части Учимчирского района провели откачку воды из жилых помещений, помогли вынести мебель и бытовую технику из затопленных помещений. Сотрудниками спасательного ведомства ведется мониторинг паводковой ситуации в районе. Сразу в 3 школах Гагарского района идет ремонт. В поселке Бзыбь в одной школе меняют кровлю, а в другой с нуля строят спортзал. Ремонтируют спортзал и в средней школе города Пицунда. На месте работ побывала наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Спортзал в абхазской Бзыбской школе был закрыт на протяжении нескольких лет. Из-за ветхости занятия физкультурой в его стенах пришлось приостановить. Поэтому аварийное здание было демонтировано. Сейчас в образовательном учреждении идет капитальное строительство нового спортзала. Работы выполнены на 40%. Сметная стоимость данного проекта до 27 миллионов. Мы планируем в сентябре, в октябре завершить строительство нового спортивного зала для школы Бзыбской средней первой школы. Здесь будет мини-баскетбольная и волейбольная площадка. Во второй Бзыбской школе уже 2 месяца идут работы по замене кровли. В плохую погоду на 3-м этаже здания заниматься было невозможно. Крыша протекала. Сметная стоимость проекта 13 миллионов 857 тысяч рублей. На 3-м этаже везде была вода. Благодаря Гагаринской администрации вот сейчас нам заменили кровлю, чему мы очень рады. Уже завершают? Завершают, да, там остался кусочек. Везде, то есть по всей школе? По всей школе вся кровля заменена полностью. Сейчас в основном идет уборка. И вот заканчиваем вот эту крышу 2-этажного здания, учебного корпуса 3-этажного, уже готовое здание. Все там 1740 квадратных метров. Осталось накрыть всего где-то 130 квадратов и потом водосточную систему опустить, трубы и все. Да, демонтаж всей старой крыши, потом сейчас новую всю решетку, все уже собрали. Та крыша вся уже фактически 3-этажное здание учебное уже готовое. 2-этажка, спортзал весь фактически готовый. Ну вот осталось, что вы видите, 130 квадратов покрыть кровлю. Общая площадь 3243 квадрата без фронтонов. Фронтоны тоже до 200 квадратных метров. Ремонт спортзала проводится и в первой Пицунской школе. Здесь меняют напольное покрытие. Старый пол уже демонтирован. Потом сплошное выравнивание поверхности площадки. И после того, как все это высохнет, будем укладывать дощатый пол. Потом в последующем уже обработка будет циклевка, шкурка, покраска и все дела. Ну, когда планируете уже завершить и сдать объект? Здесь тоже по договору у нас 3 месяца, мы только начали. Я думаю, что в течение месяца будет работа готова. А сколько заложено? По сметной стоимости 1 625 тысяч рублей. То есть это получится только Да. пола, а вот стены? Нет, сюда еще входит пожарная дверь, металлическая, железная и еще 2 двери. Ранее в 2022 году в Пицунской школе заменили кровлю, а также окна в спортзале. Сметная стоимость составила 8 миллионов рублей. Ремонтные работы сразу в 3 школах района финансируются за счет средств местного бюджета. Гугуца Вардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Скворчале заканчивают укладку тротуарной плитки на пешеходной части моста через реку Алзга. Благоустройство моста имеет не только эстетическое значение. Наличие удобного тротуара обеспечивает пешеходам безопасность, ведь некоторые пересекают мост несколько раз в день. Сария Кварцхеля продолжит тему. Работы по укладке тротуарной плитки на мосту через реку Алзга выполнены на 70% и завершатся в течение месяца. Общая площадь моста 1160 квадратных метров. Уже уложено более 745 квадратных метров плитки. Как рассказал директор фирмы «Стройдом» Рауль Шамуги, работы должны были завершиться еще в феврале. Но из-за неблагоприятных погодных условий уложиться в график не удалось. Общая сумма 2 миллиона 378 тысяч. Выполнены работы на 1 миллион 660 тысяч. И все профинансированы. Это идет из местного бюджета. Все. Плитка, которая укладывается на мосту, сделана по специальной технологии. Она влагоустойчивая и будет служить не менее 30 лет. По словам главы администрации Скворчалского района Исидора Дочи, благоустройство моста имеет большое значение для горожан. Она называлась Грысовский мост. Хотим поменять ее название
Белый мост нуждался в ремонте, невозможно было пешеходом ходить по тротуару, там фактически все было разрушено. Вот. И людям было неудобно, там мост, машины, люди переходят, дети учатся в школе, не могли спокойно пройтись. То есть это, мы посчитали, что это, с этого нужно начинать. Выбора такого нету, вот это главное, это не главное. Все здесь главное. Мы хотим двигаться вперед. Здесь также ведутся работы по благоустройству Центрального парка. А с недавнего времени Тхорчалский район внесен в список туристических маршрутов Абхазии и с каждым годом набирает все большую популярность. Сария Кварацхеля, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Роберт Киут посетил базу спецотряда быстрого реагирования. Глава ведомства ознакомился со службой отряда, условиями дислокации личного состава, планом мероприятий. Подробности в материале пресс-службы МВД. Отряд! Смирно! Равнение на середину! Товарищ министр, личный состав специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Республики Абхазии по вашему приказу построен. Министр внутренних дел генерал-майор Роберт Киут посетил специальный отряд быстрого реагирования МВД. После строевого осмотра министру доложили о проделанной в СОБРе работе и текущем положении дел. Командир отряда подполковник Дадын Чачхали доложил, что на базе было возведено новое здание дежурной части. Оно оснащено необходимой техникой. Дежурные в круглосуточном режиме ведут обзор территории базы. Роберт Киут осмотрел оружейный склад, площадку и оснащение места размещения отряда, ознакомился с образцами спецтехники и вооружения. Все теоретические задания, учебная часть подготовки бойцов отрабатывается в специальном учебном классе. У нас недельное дежурство заступает. Первое дело, второе дело, по неделям дежурят ребята. Личный состав полностью находится в расположении базы. С утра подъем, как обычно, в 7 часов пробежка на фуникулер, какая-то разминка определенная, потом поднятие флага у нас происходит 9 часов каждый раз, построение, проверка людей на лицо. Министр Роберт Киут поинтересовался ситуацией с оснащением бойцов необходимым обмундированием. Как рассказал командир Чачхали, отряду оказывают всестороннюю поддержку со стороны руководства страны. У бойцов есть все необходимое для выполнения задач и несения службы. Для любого мероприятия, Витальевич, у нас есть все обмундирование, у нас есть определенные вещи, такие как щиты, панцири, вы, наверное, видели, мы применяли их. Ну, они у нас в основном применяются в оборонительном значении. Но бывает так, что приходится нам одевать ребят, когда вот такие вещи происходят, для того, чтобы защитить себя. Министр Роберт Киут отметил высокий уровень подготовки собровцев. Он подчеркнул, что знаком с имеющимися в отряде проблемами, которые планирует решать в ближайшее время. Среди первоочередных – ремонт здания базы СОБРа и оснащение спортзала. Вы посмотрите, что необходимо, будем максимально оказывать помощь, будем поддерживать подразделение. Ну, здание тоже, конечно, по чуть-чуть надо будет приводить в порядок силами, да, имеющимися. И, соответственно, потом уже, вот, как ты говоришь, спортзал тоже, это самое основное, наверное, здесь тоже, так скажем, площадка, где должны тренироваться наши сотрудники. И, соответственно, ее надо привести в порядок. Роберт Киут подчеркнул, что сотрудники СОБРа отбираются по особым физическим и моральным волевым качествам и выполняют самые сложные ответственные задачи. Среди них участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождению заложников. Основной акцент здесь нужно делать на бойцов. Их количество у нас очень необходимо. Качественная работа, качество и количество, оно должно быть соответствующим. Понимаем, что сегодня наше население и молодежь не совсем готовы идти в ряды специальных подразделений. Во-первых, желающих, может быть, и какое-то количество есть, но физическое состояние не позволяет. Для этого, я считаю, необходимо, на самом деле, вот, провести определенную работу с личным составом, для того, чтобы они служили примером нашей молодежи и имели желание, наша молодежь, как имела желание, идти в ряды специальных подразделений. Это не только СОБР, и, в принципе, такую же работу я проводил на ЦСН, в СОМе, где везде есть самая такая необходимая, это кадровая составляющая, которую, на самом деле, нам тяжело достать, потому что должны быть крепкие, достойные, ответственные ребята, которые служат своей родине. Ол саду жил, ачку цепел, что хомяпгащих, как они себя ведут и все остальное, то есть, как бы, они должны показывать пример.
В завершении совещания генерал-майор Кют отметил высокий уровень физической подготовки и профессионализма личного состава отряда. В последние годы вы демонстрируете хорошие результаты. Нареканий к вам нет. Будем идти по нарастающей, резюмировал Роберт Кют. К другим новостям. Поиски белорусского мальчика 4-летнего Александра Вакулича продолжаются уже 6-е сутки. Сотрудники МЧС и Рицинского парка, а также волонтеры ищут ребенка, которого унесло течением реки Гега 17 июня. Наша съемочная группа выехала на место происшествия. О поисковой операции, о том, с какими трудностями она сопряжена и как могла произойти такая трагедия, в материале Асиды Малия. Мы находимся на 12-м километре от места происшествия у берегов реки Гега. Последние дни 17 числа дожди в горах не прекращаются, и уровень реки значительно повышается. Это место слияния реки Бзыбь с Гегой. Спасатели говорят, что здесь они заканчивают поиски, поскольку Бзыбь сейчас сильно мутная и полноводная. Полноводье не единственная причина. Есть еще несколько факторов, на которые ссылаются спасатели. Во-первых, вода сильно мутная. Во-вторых, тело ребенка не могло унести так далеко от места падения в воду. Ведь Гега, текущая по крутым горным склонам, бурлящая, стремительная, с множеством валунов внушительных размеров, подобно решету. Здесь, на месте слияния Геги с Бзыбью, находятся сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Инспекторы, которые 6-е сутки совместно со спасателями МЧС ищут 4-летнего мальчика Александра Вакулича. Это очень сложный участок везде, а выше вообще там еще сложнее. Ребята даже не переставая днем и ночью фонарями прожектора ставили вдоль реки с обоих сторон. Вот до этого искали, человек 10-15 бывает, каждый день проходит промежуток. Сказать, что поиски сложные, не сказать ничего. Курсировать с 2 сторон берегов тоже непросто. Они крутые, каменистые и скользкие. Конечно, не обошлось и без травм, но спасатели не считают нужным рассказывать о том, как это произошло. Наша задача, несмотря ни на что, продолжать поиски ребенка, говорят они. Не будет преувеличением сказать, что к случившемуся с семьей туристов в Абхазии отнеслись болезненно, несмотря на то, что в курортный сезон подобные случаи происходят и чаще всего со взрослыми. Горная Абхазия всегда привлекала, и она предстает во всем своем величии, но для тех, кто вступал с ней в неравный диалог, это оборачивается в события с тяжелыми последствиями. Эта памятная плита на внешней стене тоннеля, как рассказывают инспекторы парка, была установлена еще в советские годы. Оказывается, через эту излучину по бурному потоку Геги намеревался проплыть спортсмен. Найдено ли было тело, достоверно неизвестно, но вот корма байдарки иногда виднеется среди валунов. Не так давно со старого моста упала девушка. Как рассказывают, она пыталась сделать селфи, стоя на нем, а потеряв равновесие, упала в реку. Все, что возможно, делается и МЧСниками, и инспекторами лесного хозяйства. И левая сторона берега, и правая сторона берега. Посмотрите, вот как молочная вода какая. Здесь вот 100 метров выше чуть. У нас девушка упала, туристка, тоже с Пензы, если не ошибаюсь. По сей день нету ее. И это именно такой же момент, когда идет паводок. Снега тают, погода, дожди, видите, погода меняется в день 2 раза. И никак не может успокоиться река. Если бы это был бы какой-то месяц, июль, август, да, река уже садится, прозрачная, что-то возможно было бы сделать. Мы продолжаем путь к месту происшествия. Навстречу непрерывно движутся авто с туристами. В нескольких километрах от места происшествия перевалочный пункт спасателей. По графику сегодня дежурит бригада Гудаутского МЧС. По установленной схеме работали их коллеги из Нового Афона и Гагры. Невозможно, нереально, чтобы человека протащило дальше устья реки. У нас сомнение, что в 4 километра протяжения. Вот в этом месте ищем, может, его куда-то затянуло. Вот здесь ходить не так уж легко бывает, где на скалу надо подниматься, забираться, после спускаться. Но этот момент не хотим пропустить, это наша общая боль. Хотим найти этого малыша.
На передышку всего несколько минут. Одежда и обувь все еще мокрые. Говорят, что каждый выход к реке для них наполнен надеждой. Алхаз Кертбай дал указания реагировать на все зеленое, ведь на ребенке, по описаниям родителей, была зеленая курточка, застегнутая на молнию. Ранее спасатели находили его обувку. Ветровка легкая, вот пристегнута до конца, да, как надо. Вот мы думаем, что пока может еще одежда находится при нем. У нас есть спасательные веревки, спускаемся по веревке, и тщательно проверяем каждый камень. Вот у нас водолаз с нами, он сколько возможно опускаем его, проверяет. Пока нет никаких результатов. Водолаз в этой бригаде – это тот, который, надевая специальное снаряжение, может перейти реку вброд, ходить по воде и тщательно проверять дно и поверхность. А водолазы, аквалангисты МЧС республики свернули работу после 3 дней поисков. Направо посмотри, камень, видишь? Да, вижу. Сможешь дойти до нее? Метр за метром спасатели прочесывают территорию, переходят вброд, проверяют под мостами, обращают внимание на каждое бревно в воде, ведь ребенок мог зацепиться за него. Особенно тщательно проверяют так называемые карманы. В тот день, когда ребенок упал в воду, наряду с молниеносной реакцией инспекторов нацпарка и спасателей МЧС, к поискам ребенка подключились буквально все, кто оказался рядом. Эти молодые люди, работники кафе, с ночи до утра мониторили берег реки, наблюдали сверху с моста, стояли по периметру реки, включив все фонари и фары автомашин. Как произошло, минут 10, может, прошло, я ехал за водой туда и попал в этот момент. Водитель видео стоял тоже, вот, сказали, что у них вот ребенок утонул, и всех предупредили, к лесникам приехали, и работники все вышли, уже начали искать. Кого могли, всех предупредили. Уже все искали, родители увидел, я тоже не подходили ко мне, спрашивали, какие-то шансы есть у них, ребенок выживет, не выживет. Я здесь уже давно работаю, знаю эту речку, пошел, и так что все здесь ребята знают. Пошли все вдоль речки, начали искать. 4-летнего малыша Александра Вакулича искали из воздуха. МЧС использовали дроны с камерами высокого качества. Но опять-таки из-за бурного течения и мутной воды эти попытки не дали результатов. Главный лесничий Тенгиз Джергени ведет нас к бревенчатому мосту, с которого упал ребенок. Рассказывает, что в мае и начале июня здесь снега в процессе таяния. Исходы лавин регулярны. У нас территория национального парка, она огромная. И на каждом месте, на каждом этапе оно идет посезонно. Потому что здесь, например, на самом Гекском водопаде, фактически открывается очень поздно дорога на Гекский водопад, потому что здесь сход лавин, и лавины долго тают. Но именно каждый раз мосты, дороги, всякие пути, туристические маршруты, все проверяются инспекторами лесного хозяйства. Но на данный момент человек только начинал открываться, и только начиналась работа по ремонту этого моста. Сам мост, на чем пройтись, он был, но перила, потому что каждый зимний период перила снимаются, потому что лавина сносит их. И вот он только начинался ремонтировать. Вот на сегодняшний день вы сами увидите, да, они его будут делать, но, естественно, в конце, пока капитального ремонта не будет, он так и не откроется у нас. Мы будем проверять, инспектора будут проверять. Тут у нас есть и с технадзора ребята, которые работники национального парка, которые должны присутствовать с нами, проверить это все, и потом только. Но на данный этап, в тот момент, он был просто только начало его ремонта. Была сторона одна только сделана, перил. В СМИ озвучивают несколько версий произошедшего. Мы связались с водителем трансфера Романом, который в тот день по частному заказу вез семью из Белоруссии по туристическим маршрутам. Мы попросили его как можно подробно рассказать о случившемся в тот злополучный день. Мы сперва поднялись до озера, потом я даже на озере заметил, что ребенок очень шустрый. А потом мы спустились, поднялись на Гекский водопад. Ну, мы всегда поднимаемся по этой дороге, значит,
Просто все обидно, я им объяснял. И когда вышли, я говорю: ребята, смотрите, мост, посмотрите, какой мост, говорю, очень опасный. Я ему говорю: ребенка посади на шею. Он говорит: хорошо, он просто приподнял его, обнял. Я еще раз ему дал замечание, говорю: слушай, говорю, я сказал: у тебя ребенок шустрый, говорю, посади его на шею. Он говорит: хорошо. Ну, пока они фоткались, я тоже отошел, там у меня в машине, там, открыл капот, залез под капот и смотрел. Ну, что-то нужно было мне что-то устранить, там, я воду хотел долить. Минуты 10-15 не проходят. Ну, я уже со слов туристов говорю, когда они подошли к мосту, жена вперед пошла, он ребенка пустил, взял за руки, дошел до моста, потом где-то в середине где-то моста он отпустил руку, и они начали фотографироваться. И в это время ребенок упал. Но это со слов других туристов. Там у меня еще были другие туристы, тоже с детьми были. Но они-то детей взяли в руки, и, значит, вот именно он не углядел, там минут, 2-3 секунды это получилось. А потом он прибегает и ко мне говорит: у меня, говорит, ребенок в воду упал. Ну, я ему говорю: иди вдоль реки быстро вниз, говорю. А я попробую с другой стороны вас перехватить. Ну, не получилось. Там бедная мать тоже прыгнула в реку спасать ребенка, но не получилось у нас. Ну, в принципе, вот так. В принципе, это все я своими глазами не видел, я со слов других туристов говорю. У нас так и получилось. Там у нас были еще друзья, которые с нами были, они тоже с детьми были, они это все видели. Ну, с моей стороны, я их предупредил, даже им сказал, что мост опасный, будьте осторожны. Да. Это беда, очень страшная беда, трагедия для всей Абхазии, но... Роман также рассказал, что за его многолетнюю практику подобные случаи впервые, но вот с беспечностью туристов-родителей он сталкивается часто. Бывает так, что водители, переживая за малолетних детей, которых ставят у обрыва или на канатном мосту ради красивого фото, а иногда и оставляют без присмотра, не могут оставаться равнодушными, берут инициативу в свои руки и, можно сказать, становятся няньками. Во всяком случае, в случившемся разбирается прокуратура Гудаутского района. Кто понесет ответственность, станет известно позже. А пока дирекция Рицинского национального парка семье пострадавших выплатила компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Их окружили заботой и теплом. Нужно ли говорить о том, какие страдания испытывают родители? По словам очевидцев, на протяжении 3 дней старшая сестра пребывала в шоковом состоянии. Дирекция парка предоставила услуги психолога. Это тот самый мост, с которого упал 4-летний ребенок. Он будет закрыт до тех пор, пока идет монтаж. Идут 6-е сутки с тех пор, как ребенка унесло водой течением вниз по реке Гега. О завершении операции речи пока и не идет. А мы со своей стороны хотим напомнить нашим гостям, что никогда не стоит забывать о мерах безопасности. Асида Малия, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Имущественный комплекс пансионата «Самшитовая роща», расположенный в городе Пицунда, постановлением Кабинета министров передан в оперативное управление СГБ Абхазии. Обязательства по внесению соответствующих изменений в перечень объектов республиканской и местной собственности и контроль за исполнением данного постановления возложены на Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации. Ушла из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Рита Микадзе, медик по профессии Рита Митрофановна, проработала в лечебных учреждениях Гудаутского района около 60 лет, 30 из которых медсестрой хирургического отделения районной поликлиники. За самоотверженный труд во время Отечественной войны она награждена медалью за отвагу. Она отличалась особенным патриотизмом, особенным профессионализмом в медицине, особенной ответственностью перед больными, перед коллективом, перед сообществом, где она жила, где она общалась. Это был удивительный, особый человек вот той старой формации, которых мы называем «Апсуара Нухозгу», «Апсуара Сдорога». Каждого инвалида она встречала индивидуально, она обязательно его сопроводила бы до врача. Особенным образом надо отметить то, как она себя проявила во время Ладской трагедии, когда такое ужасное событие произошло, и женщины, и дети, беременные женщины были, значит, сбиты на вертолете, и их обгоревшие тела надо было обрабатывать. И она всех их, всех она этих обработала лично.
28 июня объявлен праздничным выходным днем. В этот день в республике будут отмечать Курбан-Нехр. Праздник жертвоприношения – один из главных праздников мусульман. В этом году он выпадает на 28 июня. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 24 и 25 июня на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу во второй половине дня возможен слабый дождь, гроза. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.